Всем доброе утро, хорошего настроения. Сегодня мы начинаем новый сезон, поэтому чуть позже мы узнаем, где же находится Руслан Ачиров и какими секретами утреннего эфира с нами обязательно поделится. Ну, а я спешу рассказать о том, что же произошло, пока вы спали. Единый день голосования завершился во всех регионах, где он проходил, сообщается в ЦИКе России. В стране накануне прошли выборы разного уровня. В том числе в 21 регионе избирали губернаторов, депутатов, 11 заксобраний, а также около 47 тысяч глав и депутатов муниципального уровня. В Якутии, в Алекминском, Сунтарском, Усть-Алданском, Хангаласском, Улусах выбрали глав районов. В ряде городов и наслегов также прошли выборы новых глав и местных депутатов. Всего накануне состоялось 218 избирательных кампаний. Выборы прошли на территории 32 муниципальных районов. Официальные итоги голосования Центр избирком Якутии огласит сегодня. Так что сегодня узнаем, кто же возглавит районы. 14 сентября Дмитрий Медведев отметил свой 60-летний юбилей. В этот день были опубликованы его самые яркие цитаты, включая мотивационные высказывания о свободе, демократии и патриотизме. Если есть желание, можно взглянуть, что-нибудь использовать в своей речи. Так, ну а мы спешим поделиться и интересными новостями. Российские туристы смогут посещать Китай без визы уже с этого дня. Путешествие Поднебесную станет так же простым, как в Турцию или страны Ближнего Востока. То есть для турпоездки в Китай будет достаточно загранпаспорта. Взрывной рост интереса к азиатским мегаполисам уже прогнозируют многие туристические компании. К примеру, в Ассоциации туроператоров подсчитали, что турпоток на материковый Китай из России может возрасти на 30-40%. С учетом динамического ценообразования россиянам советуют заранее покупать перелеты, потому что Китай становится более популярным, а отмена виз способствует как поездкам российских туристов в Китай, так и китайских туристов в России. По оценке, рост туристических взаимных поездок вырастет на 25%. В такой ситуации цена может повышаться, особенно в период праздников, каникул и отпусков. Так что, если вы планируете путешествие в Поднебесную, лучше поторопиться. Ну а прямо сейчас, конечно, также самая полезная информация, которая просто необходима с утра. Ну, во-первых, с утра было прохладно, по крайней мере, в столице, дом на всей территории республики. Итак, в Бертигистяхе сегодня +2, в Намцах -1, в Покровске -1, в Амге -1, в Барагонцах -1, в Мае -2. Вот так похолодало. Вчера вообще -3, в Хантаге -3, в Текюле -3, в Усть-Мае 0 градусов. А в Алтане вот достаточно тепло, +3. В Нерюнгре +4, в Вилюйске +4, в Верхневилюйске +4, в Нюрбе +5. В Сунтарах сегодня 6 градусов тепла, в Жиганске 3 градуса выше 0. В Сунтарах, в Сангаре +5, в Мирном +5, в Ленске +6, в Алекминске также 0 градусов. Сегодня в Среднеколымске 3 градуса тепла, в Черске 10 градусов тепла, в Уснере -2. В Батагае +4, ну а в Депутатском +2. В Оленьке -4 уже, в Саскалахе -2, в Тикси -1. Ну а в Якутске в 6 часов утра температура составила 2 градуса тепла. Днем, говорят, будет тепло, 13-15 градусов выше 0, переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Но достаточно погода нас еще радует, где-то теплее, где-то холоднее, но еще точно везде золотая осень, поэтому успевайте насладиться этим периодом. Ну а прямо сейчас спешим передать слово нашей группе новостей. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Правительство России выделило Якутии 122 миллиона рублей на развитие санитарной авиации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Средства направят на софинансирование вылетов санитарной авиации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Глава региона Айса Николаев подчеркнул, санавиация – это не просто отрасль здравоохранения, а жизненно важный инструмент для жителей республики. Финансирование реализует в рамках федерального проекта совершенствования экстренной медпомощи, который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства сообщил о рекордных показателях урожайности местных сортов зерновых. В экстремальных условиях якутского лета сорта института, выращиваемые на экспериментальных и производственных полях, продемонстрировали высокую урожайность. Например, пшеница Туймада 33 центнера с гектара, овес Виленский 20 центнеров с гектара, овес Покровский 19. Разработанный сотрудниками института и активно используемый хозяйствами республики сорт ячменя Баян также
также показывает выдающиеся результаты. Так, в хозяйстве фермера Евдокии Денисовой в Хангаласском районе урожайность ячменя составила 35 центнеров с гектара. Эти все сорта у нас как бы адаптированы, выведены в наших условиях, поэтому они дают такой результат. Надо сказать, что эти сорта не только у нас, на наших полях дали результаты хорошие, но и в Амге, в Усалдане, в Алёкме, в Мегда, Хангаласка. Это говорит о том, что у наших хозяйств есть хороший опыт, умение, квалификация. Ну и там нужно, конечно, надо много иметь компетенций, которых у них есть. Ну и система семеноводства Минсельхозом восстанавливается потихонечку, и это очень удобно и очень хорошо для развития нашего местного сельского хозяйства. Освящение и передача иконы святителя Николая Чудотворца стало особым моментом празднования Дня города накануне. Церемония прошла на открытом воздухе. Каждый желающий смог наблюдать обряд, приложиться к святому образу и получить благословение. Ранее исторические иконы украшали башни старого города. Сегодня эта традиция нашла свое продолжение. Новый святой образ украсил здание торговых рядов Кружала. Икона теперь будет напоминанием о традициях и общинной сплоченности для всех жителей города. Поздравляю всех жителей нашего богоспасаемого города Якутска с днем рождения. Эта традиция очень древняя, когда наши благочестивые предки места, где они проживали, центр, площади, всегда посвящали в первую очередь Богу, для того, чтобы сам Господь подкреплял, поддерживал не только жителей, но и ту местность и тот или иной город, в котором предстоит им жить. Сплетение музыки и живописи в Государственном театре оперы и балета представили уникальную выставку художника, народного артиста, бас-исполнителя Ивана Степанова. Его голос знаком ценителям оперного искусства по главным партиям в классических и современных постановках. Выставка будет работать в течение всего месяца, посетить ее сможет любой желающий, как перед началом спектакля, так и в отдельные часы, специально отведенные для свободного посещения. Поскольку он начинал в театре работать как художник, и обладает прекрасным пониманием и знанием сцены. Вот здесь представлен его эскиз грима, костюма, сценического образа в тех ролях, в которых он выступал. Помимо этого, здесь есть живописные работы, которые он делал на пленэры, то есть это пейзажные работы. Здесь есть портреты его. Эта выставка очень интересна. Она открывает целый пласт истории вообще всей театральной культуры. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. У нас новый сезон, а это что-то всегда такое волнительное. И прямо сейчас мой коллега Руслан Ачиров находится в другой нашей студии, где на якутском языке также приветствуют вам и дарят хорошее настроение с утра. Как же это происходит, подготовка к новому дню? Всегда интересно посмотреть, кто встает вместе с вами, кто еще ранние пташки, которые параллельно с нами в эфире. Руслан, доброе утро тебе, еще тебя не видел сегодня. Доброе утро, Вероника. Доброе утро, вся республика, потому что мы сейчас вещаем на двух каналах, на телеканале Якутия-24 и на телеканале НВК Саха. И сейчас я нахожусь в студии, в аппаратной студии, которую наши телезрители не видят. Это аппаратная передача Санакюн. И давайте мы познакомимся сейчас с телеведущей Нюргуяной. Нюргуяна, привет. Ага, доброе утро, Руслан, Вероника и всем телезрителям доброе утро. Отличного дня. Да, такой момент, когда нас видит вся республика. Вообще, Нюргуяна, как отличается работа ведущих на телеканале НВК Саха от Якутия-24? Вот у нас часовой эфир, у вас? У нас 2 часа вот сегодняшнего дня новый сезон. И вот в летнее время у нас было по 1 часу, а сейчас вот уже по 2 часа мы будем вместе со своими любимыми телезрителями. Скажи, допустим, у нас идет, мы работаем попарно, неделя через неделю. А у вас какой график? Да, у нас тоже парно. По 2 дня мы выходим. Вот в этом сезоне я должна выйти с Джулусом Ивановым. На самом деле, друзья, достаточно, конечно, 2 часа это больше, чем час, понятно, да? То есть у вас такая очень сложная, на самом деле, да, задача. Какой твой совет, чтобы утро было бодрым?
Утро, ну, наше утро всегда начинается вот с 4-5 часов утра. Ага, сразу уже до эфира, например, с пятницы у нас уже эфир уже готовится. Мы переговариваемся с гостями, ага, и уже с 4-5 утра мы уже настраиваемся на лучший день. Ага. Здорово. Ну, а сейчас давайте сделаем небольшую экскурсию. Здесь вот, посмотрите, это аппаратная. Как видите, что помимо телеведущих, это работает большая команда, причем это не вся команда, которую вы сейчас видите. Давайте начнем, наверное, общение с выпускающего режиссера Нина Бердыева. Нина, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Руслан. Доброе утро всем жителям нашей большой прекрасной республики. Здорово. Видно, что вы немножко волнуетесь, потому что вы обычно за кадром, да? Но мы вот желаем вам не волноваться. Нина, скажите, вот что входит в ваши задачи? Ну, я считаю, выпускающий режиссер, это вот видите, посмотрите, у нас тут телевизионный пульт. Это вот мой, как режиссер, как пианист. Нажимая на эти кнопочки, он выдает музыку телевизионного эфира. И он как Карабас-Барабас, да, в театре управляет всеми звеньями нашей сложной телевизионной цепочки. Это техническая служба, вот, моя правая рука. Это операторский цех, вон там наши операторы, да, это звукорежиссеры и еще много других специальностей и профессий. Надо отметить, друзья, я думаю, вы видите, это практически как пульт самолета, я бы так сказал. То есть, вот эфиры прямые, да, они всегда, это связано все с техникой. Бывает, конечно, иногда моменты, что что-то подводит, да, что-то идет не так или что-то, какая-то заминка. Как вы решаете такие проблемы? У нас всегда есть резервный контент. Да, были такие случаи. Их, конечно, очень мало. Это, конечно, ЧП, да, но выходим сразу на резервный контент. Ну и сейчас у нас буквально есть 30 секунд. Давайте познакомимся. Туяра Павлова. Туяра, доброе утро. Это редактор. Что входит в ваши задачи? Кратко. Доброе утро. Мы работаем в паре с ведущими, подсказываем им вопросы. И вся вот дружная, слаженная команда делает утро жителей республики. Есть же фраза «Мы начинаем день с утра». Ну а сейчас мы видим, что время подошло к завершению. И, конечно, желаем всем бодрого утра. Еще увидимся с вами. Спасибо, Руслан, огромное. Очень интересно побывать в гостях у наших коллег, посмотреть, какая там замечательная студия. Вообще взбодриться, что ты не один с утра вещаешь на всю республику и даришь хорошее настроение. Всегда поделиться хорошей информацией и какими-то секретами профессионализма. Ну, а прямо сейчас, пока Руслан спускается вниз и расскажет нам еще через пару минут что-то интересного, давайте взбодримся и сделаем утреннюю гимнастику. Всем доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, я сертифицированный тренер по йоге. И сегодня мы с вами сделаем бодрящую зарядку-разминку. Следующее упражнение. Ножки в тадасана. Правая ножка вперед, левая отшагиваем назад, ставим на колено. Правая ножка угол 90 градусов, либо чуть пошире. Поднимаем ручки вверх, наклон назад, таз вперед. Отлично. Ручки перед собой. Отшагиваем назад. Планочком подкручиваем таз. Вдох. Плечи от ушей, выдох. И вдох. Отлично. Правая ножка вперед. Левая ножка вперед. Правой ножкой отшагиваем назад, правая ножка на колено, левая ручка, правая ручка соединяются, таз вперед, в грудном отделе прогиб, вдох, выдох, ручки перед собой,
Выходим в планочку. Мгм. Так, правая ручка по центру. Левой ручкой разворачиваемся вверх. Вдох. С выдохом меняем положение. Вдох и выдох. Отлично. Угу. Восстанавливаем дыхание. Делаем хороший вдох в живот. С выдохом расслабляемся. Снова вдох в центр живота. Выдох. Расслабляем область живота. И вдох. Выдох. И завершающее упражнение. Ставим ручки так, чтобы локти были развернуты в сторону. Пальчики полностью друг от друга отделяем. Пальчики сзади на высокий, предварительный вдох. И с выдохом выталкиваем себя сильными ручками назад к бедрам. Можно подсогнуть коленки. И притягиваемся низом живота к бедрам. Вдох. С выдохом подтягиваем правую ножку вверх. И к грудной клетке. Выдох. И вдох. С выдохом меняем. Левая ножка вверх, вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Из этого положения можно лечь, отдыхать в шавасану, восстанавливаться, если у вас есть на это время. Спасибо всем. До свидания. Спешим опять подключиться к Руслану и узнать, что же происходит еще интересно в Сценакюн. Какие там замечательные у нас события, например, гости или администраторы. Всегда интересно заглянуть за кулисье и узнать секреты утреннего эфира. Руслан? Вероника, еще раз доброе утро наши телезрители. Ну, а сейчас мы буквально несколько минут назад побывали в аппаратной телеканала НВК Саха, откуда ведется эфир передачи Сценакюн. И сейчас мы уже находимся в преддверии к студии. Здесь находится, прежде чем зайти в павильон, давайте посмотрим, как расположено, да, здесь что? Здесь у нас вот такая вот комната, где ожидают гости телепередачи Сценакюн. Доброе утро. Это вот сегодняшний эфир у нас, наши замечательные гости. Мы желаем вам хорошего настроения, да, не волнуйтесь. Ну, как видите, гостей, да, здесь комната побольше, на самом деле, чем у нас, потому что у нас все-таки часовой эфир, а здесь двухчасовой. Мы желаем вам успехов. Да, здесь можно, соответственно, попить чай, немножко отдохнуть и подготовиться к эфиру. Познакомьтесь, Катерина. Екатерина, вы администратор? Да, администратор. Что входит в ваши задачи? У нас, встречаем гостей и провожаем в студию для эфира, готовим. То есть вы же постоянно на связи с каждым гостем, у вас есть контакты, и это на самом деле очень ответственная работа, потому что нужно знать, что гость проснулся, да, что он готов, что он подъедет, что все будет по времени, проводить его и, конечно же, подготовить к эфиру. Мы вам желаем хорошего эфира, спасибо. Так, двигаемся дальше. Здесь у нас, соответственно, видим логотип телеканала НВК Саха. Вот такой вот коридор, гардероб. Тут немножко такая рабочая обстановка. И обратите внимание, мы сейчас зайдем в студию АСБ-5. Причем я сейчас буду, наверное, говорить шепотом, потому что эфир идет. Возможно, что будет, чтобы не мешать нашим коллегам. Итак, заходим. Обратите внимание, какая большая студия. Это огромный павильон. Например, у нас, наша студия, она, используется зеленый фон, и там используется графика. Но немножко это нас ограничивает в том, что мы в целом даже не можем особо делать какие-то, большие массовые там сцены, да, если так можно сказать. Мы, в принципе, привязаны к нашим диванчикам, вот, поэтому мы не танцуем в эфире, все это достаточно сложно сделать. А тут огромная студия, которая... Так, сейчас я узнаю.
Так, по-моему, да, пространство. Вот сейчас Нюргуяна, привет. Сейчас идет сюжет, и, соответственно, Нюргуяна немного свободна. И обратите внимание, большой... Я еще раз всегда удивляюсь огромному пространству этой студии. Здесь есть даже телевизионный экран. Вот. Наши операторы, приветствую, доброе утро. Как видите, команда огромная. Я не совру, если скажу, около, наверное, 15 человек делают ваше утро, да, замечательным, бодрым по-настоящему. Это не только телеведущие, это и операторы, редакторы, режиссеры, звукооператоры, водители. Все просыпаются рано утром, причем некоторые даже часов в 4-3 утра, чтобы приехать сюда, все подготовить, и чтобы эфир прошел на ура, и чтобы вы подготовились к рабочему дню. Так, и я думаю, что те, кто смотрит наши эфиры НВК Саха, думаю, узнают некоторые декорации, которые находятся сейчас, все подготовлено для эфира утреннего, Санакюн, но здесь также есть декорации, которые используются в других проектах, да, и они с помощью художников, декораторов, студия может трансформироваться. Здесь, вот видите, всегда меняется. Как видите, здесь у нас бывают такие вот шоу, когда находятся люди, зрители также. И вот видите, такая вот площадка. В общем, огромное количество светового оборудования. Вот все это, конечно же, очень это такая достаточно серьезная и сложная работа. И большинство, наверное, 90% передач, которые вы видите на телеканале НВК Саха, выходит из этого павильона. Вот. Так, по-моему, сейчас будет сюжет, поэтому мы уже выйдем. И я сейчас побегу уже в свою студию, нашу студию, уютненькую, небольшую, к Веронике, чтобы продолжить эфир. А мы вам желаем, конечно же, доброго и бодрого утра. Вероника, тебе слово. Спасибо большое, Руслан. Было очень интересно получить такую возможность экскурсии в прямом эфире, посмотреть, как устроена студия якутского блока, можно так сказать, как работают наши коллеги, и поделиться с вами впечатлениями и закулисьями нашей творческой работы. А прямо сейчас давайте узнаем, что же за удивительная дата. 15 сентября – это не просто очередной день календаря. В истории человечества эта дата отмечена множеством важных и просто интересных событий. Так именно в этот день была основана одна из самых влиятельных международных организаций, и в воздух поднялся первый в мире вертолет. О самых разных, но таких значимых событиях, как всегда, расскажет наша постоянная рубрика. На календаре 15 сентября. Сегодня День российского леса, День свободных денег, Международный день демократии и День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в России. По народному календарю День Мамонтия. Его считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В этот день не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюдо из козьего молока, тот же сыр или творог. Этот день в истории. 1956. На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. 1959. Отправился в первое плавание советский атомный ледокол «Ленин». 2007 год. В Перу, недалеко от озера Титикака, упал загадочный метеорит. В 2007 году в этот день космический зонд «Кассини» завершил свою почти 20-летнюю миссию и сгорел в атмосфере Сатурна. В этот день родились Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес; Михаил Танич, советский российский поэт-песенник; Кирилл Лавров, советский российский актер театра и кино, народный артист Советского Союза; Александр Политковский, советский российский журналист. Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая и Ксении.
Главной библиотеке Якутии, Национальной библиотеке Республики Якутия, накануне исполнилось ровно 100 лет. Мы поздравляем всех читателей и всех сотрудников с этой знаменательной исторической датой. Особое поздравление ведущим нашей постоянной рубрики «Книжная полка». Уверены, что еженедельные выпуски с рекомендациями к чтению помогают нашим зрителям ориентироваться в большом мире литературы и выбирать действительно стоящие и полезные книги. А далее мы предлагаем посмотреть сюжет о малоизвестных фактах о нашей любимой Национальной библиотеке. История нашей библиотеки берет начало с 14 сентября 1925 года. Она была создана благодаря усилиям выдающихся умов России, Академии наук СССР, а также по инициативе руководителей молодой республики, а именно председателя СНК СССР Максима Кировича Амосова. Ее создание стало важным шагом в развитии науки и образования Якутии. Наша библиотека прошла долгий путь до современного информационного центра. Давайте сегодня познакомимся с интересными фактами из истории нашей библиотеки. В 1949 году, в честь 150-летия со дня рождения великого поэта Александра Пушкина, библиотеке присвоили его имя. Наша библиотека носила имя выдающегося мастера слова 41 год. С тех пор многие читатели называют ее Пушкинкой, хотя с 1990 года она официально не носит имени поэта. В библиотеке посетители встречают барельеф поэта, созданный Семеном Егоровым, первым профессиональным скульптором в Якутии в 1973 году. Знаете ли вы, что в нашей библиотеке работает книжный лифт еще с советских времен? В 1973 году для библиотеки построили новое 4-этажное здание. Книгохранилище библиотеки располагается на первом этаже, а читальный зал начинается со 2-го этажа. Сейчас я вам покажу, как он работает. Теперь книга доставлена своему читателю. Перед вами уникальный предмет – старинный каталожный ящик с рукописными карточками, оформленными Николаем Николаевичем Грибановским. Николай Николаевич стал путеводной звездой для библиотекарей и библиографов в Якутии и за ее пределами. Он посвятил свою жизнь книге, исследованию и систематизации книжного бытия. Библиограф, организатор библиотечного и музейного дела в Якутии Николай Николаевич Грибановский оставил после себя выдающееся наследие к библиографии Якутии в 10 частях. Является не просто частью интерьера, а является уникальным памятником. Оно принадлежало заслуженной артистке РСФСР, заслуженному деятелю искусства РСФСР, народной артистке Якутской АССР Галине Михайловне Кривошапко. Галина Михайловна была верным другом нашей библиотеки. В 2003 году в честь открытия нового отреставрированного исторического здания она преподнесла бесценный дар, подарила свой личный инструмент библиотеке.
Мы находимся в уникальном хранилище научно-исследовательского центра книжных памятников. Здесь находится книга номер 1. Прошу обратить внимание на ее инвентарный номер. Это книга 1904 года выпуска в Китай Николая Кравченко. Собой она представляет сборник писем, написанных Николаем Кравченко во время его дороги в Китай из разных городов этого государства. Книга имеет владельческий переплет, кожаный бинтовой корешок, украшенный золотыми тиснениями, и кожаные уголки. Наверное, многие из вас задумались, что это за интересное обозначение на историческом здании нашей национальной библиотеки. Это не что иное, как репер. Он очень важен для геодезистов. По нему они могут отслеживать деформацию здания, его отклонения по вертикали и горизонтали. То есть репер очень важен при строительстве и инженерном деле. Они были установлены в 2003 году и полезны при нивелирной сети, чтобы понять, происходят ли какие-то глобальные изменения со зданием. Теперь вы знаете, что это и зачем это нужно. Ну, очень интересные факты. Ну, а прямо сейчас у нас есть уникальная возможность. Кстати, у меня тоже никогда не видела нашу студию с другой стороны. То есть, конечно, я видела, когда вхожу в студию, выхожу, но никогда не видела, что же там происходит, когда работаю в прямом эфире. И теперь Руслан мне сейчас это покажет. Руслан? Да, Вероника, третий раз доброе утро. Доброе утро нашим телезрителям, которые к нам присоединились. Сейчас тот момент, когда я дохожу до работы потихонечку и, соответственно, каждый раз делаем включение. Сейчас мы у дверей аппаратно-студийного блока номер 3. И давайте посмотрим на аппаратную именно передачи «Утро Якутии», телеканала «Якутия-24». Как видите, здесь тоже сидит большое количество людей. Это наши коллеги. Всем привет, доброе утро. Да. Вот, тут у нас тоже не менее большие пульты. И, кстати, хотелось бы отметить, что так как работа в прямом эфире, то у каждого ведущего на телеканале НВК Саха и на Якутия-24 есть вот такая вот прослушка, да, то есть мы всегда на связи с режиссером и с аппаратным блоком, соответственно. Ну, а сейчас давайте заглянем уже непосредственно в нашу студию. Как я говорил, она у нас на зеленом фоне, и там применяется графика. Так, как видите, наша студия поменьше, да, вы уже видите, у нас оператор и наши 3 телекамеры. И, может быть, небольшой, ну, наверное, уже все знают, да, но, тем не менее, на самом деле это очень сильно облегчает работу ведущего. У нас есть телесуфлеры. Вот Виктор сейчас, наверное, покажет с этой стороны. Виктор, с этой стороны обойди, пожалуйста. Да, вот они так выглядят оттуда, и здесь у нас есть текст нашего сценария, чтобы все шло по плану и чтобы не было различных казусов. И, кстати, Вероника, доброе утро. Четвертый раз доброе утро, Руслан. Привет. Четвертый раз доброе утро. Так, ну, соответственно, сейчас я уже буду занимать свое рабочее место. И хотелось бы... Ух ты, у нас сегодня... чаек, да? Так, ну а сейчас мы попросим нашего оператора занять место за камерой. И, соответственно, дорогие друзья, сейчас мы продолжим эфир уже с Вероникой. И буквально сейчас произойдет магия. Как видите, мы сейчас сидим на зеленом фоне. И благодаря нашему оператору и нашей команде и большому количеству различной техники произойдет магия. Значит, давай, Вероника, досчитаем до 3. Раз. Да, кстати, вот... Да, смотри, у нас тут и есть растения, полочка. Ну что, теперь уже в привычной обстановке мы желаем вам доброго, бодрого утра. Я думаю, что наши включения сегодняшние были очень интересны. И двигаемся далее по программе. Ну, Руслан нам рассказал почти все секреты о том, как мы работаем. Теперь вы это представляете. Мы рады вас приветствовать в новом сезоне «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами. Ну, и теперь наша следующая рубрика очень полезная. Финграмотность. Традиционная рубрика
рубрика по понедельникам «Финансовая грамотность». Разбираемся, какие законы вступили в силу с началом осени и как они могут затронуть ваш кошелек. Начнем с того, что с сентября банки начали выявлять признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах. Как это будет происходить на самом деле, давайте посмотрим прямо сейчас. Прежде чем выдавать наличные, банки будут обязаны проверять, не находится ли их клиент под воздействием мошенников и не оказалась ли карта в руках злоумышленника. Если банк посчитает операцию подозрительной, то немедленно уведомит клиента об этом и на 48 часов введет лимит на выдачу денег через банкоматы до 50 тысяч рублей в сутки. Ограничения будут вводиться при обнаружении нестандартных схем снятия. Например, когда человек в 3 часа ночи снимает деньги на другом конце города, хотя обычно это делает днем там, в определенном банкомате. Также банки будут ограничивать снятие наличных в случае обнаружения операций по закрытию вклада и снятию сумм буквально сразу же. Такие ограничения будут вводиться при закрытии вкладов от 200 тысяч рублей. Лимит на снятие наличных в банкомате будет действовать 48 часов. За это время человек может осознать, что его обманывают мошенники, а когда преступники уже получили доступ к счетам и картам, заблокировать их. Если опасения банка оказались напрасными и ничего страшного не случилось, а деньги нужны срочно, снять больше 50 тысяч рублей в сутки можно будет в отделении банка. Клиент должен обратиться туда с паспортом. Бесценные советы на самом деле, очень полезно. Ну и приступаем к нашим постоянным рубрикам теперь о том, как правильно говорить. Да, и сегодня в нашей традиционной рубрике «Говорим правильно» мы разберем слово «прейскурант». И поможет нам в этом Анна Шкатуляк. Доброе утро, дорогие телезрители! Август и сентябрь – это месяцы, когда мы делаем заготовки на зиму. А для того, чтобы сделать заготовки, нередко нам нужно покупать товары. И, конечно, чтобы покупать товары, нужно знать цены. Вот такую я вам цепочку придумала целую. Но к чему я это говорю? Дело в том, что когда товаров слишком много в магазине, то тогда составляется целый список этих товаров и цен на них. И такой список товаров и цен или услуг и тарифов на эти услуги называется прейскурант. К сожалению, со словом прейскурант связана досадная ошибка. Ошибочно говорить прейскурант цен. Почему? Потому что в самом значении слова «прейскурант», я напомню вам это значение, прейскурант – это справочник цен на товары. Таким образом, в значении слова «прейскурант» уже включено значение слова «цена». И употребление такого сочетания, как прейскурант цен, является лексически избыточным или тавтологичным. А как же можно говорить, спросите вы меня? Я вам отвечу. Можно говорить «цена по прейскуранту». Например, покупать товары по ценам прейскуранта. Поэтому, когда вы пойдете за покупками, покупайте товары по ценам прейскуранта и говорите правильно. Всего доброго! Продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Въехать в Китай в рамках безвизового режима гражданам России можно будет и по 5-летнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему биометрическому. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 числа вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября следующего года. Как заявили в Госуправлении по делам миграции КНР, на настоящий момент нет ограничений по изначальному сроку действия загранпаспорта. Таким образом, въехать в Китай можно будет и по 5-летнему, и по 10-летнему биометрическому паспортам. Слово
Во дворе дома ветерана Семена Ивановича Колтовского собрались жители и гости города, чтобы поздравить его со 103-летием. Торжество прошло в рамках всероссийской патриотической акции «Поем двором», посвященной победе во Второй мировой войне и победе над Японией. Около сцены расположились жители, молодежь и школьники. Фоном звучала музыка военных лет, создавая атмосферу памяти и торжества. Поздравления ветерана сопровождались словами благодарности за его подвиг. Для Семена Ивановича прозвучали песни военных лет и любимые народные композиции. «Поем двором» акция ежегодно, она проходит, приуроченная к празднованию Великой Отечественной войны 9 мая. В этом году мы ее проводим повторно, посвященной победе в Великой Отечественной войне. Это, конечно же, дань уважения нашим ветеранам. Мы в основном проводим как бы концертные праздничные номера. Вам долго жить, работать, бороться. Перед вами поставлены задачей. Вот. Но не хочу, чтобы у вас была стратегия всякая разная. Нет, это не хочу. В рамках нацпроекта «Семья» идет модернизация Центральной библиотеки. Сейчас в помещении завершен дизайнерский ремонт. Полностью обновили компьютерную и мультимедийную технику. Пополнился фонд библиотеки. Жителей района будет ждать обновленное пространство с комфортной зоной чтения. Организован свободный доступ к информационным ресурсам и госуслугам. Открытие библиотеки нового поколения станет стартовой точкой для дальнейшего развития библиотечной системы Горного района и ориентиром для переоборудования сельских библиотек. В разработке концепции приняли участие каждый специалист Центральной библиотеки во главе заведующей Лены Григорьевны Савиновой. Например, смету сделала Олеся Захарова, в написании концепции была сильна Анастасия Сергеева, а общую смету сделал Александр Петров. Так что тому, кто вносит свой вклад и проходит этот путь, благодарна каждому. Стартовал 6-й республиканский турнир по русским шашкам, посвященный памяти Александра Романова. В борьбу вступили участники разных возрастов, от школьников до ветеранов. Эти состязания давно зарекомендовали себя как крупнейшая региональная площадка для спортсменов разного уровня мастерства. В нынешних соревнованиях собрались более 130 участников. Памятный турнир станет генеральной репетицией перед предстоящим личным чемпионатом России в Сочи. А уже там определятся сильнейшие, кто представит нашу страну на мировом первенстве 2026. Ну, в этом направлении у нас идет большая работа, ведется с федерацией и то есть тренерами, которыми вообще энтузиастов у нас много, шашечных любителей, которые работают на местах, в улусах. Это как бы ведется работа, начиная с детских садов и продолжая в начальных классах. Все ступени у нас образовательные, да, и задействованы. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну а по случаю открытия нового телевизионного сезона у нас сегодня в студии первый заместитель генерального директора национальной вещательной компании «Саха» Ирина Ефимова. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что нашли время к нам присоединиться с утра пораньше. Какая общая концепция будет в этом году? Ведь НВК «Саха» — это очень важная телепрограмма, точнее, это важный канал для всей республики, который делится последними новостями. Но это не только одноименный флагманский телеканал, это название всей вещательной компании. Это Якутия-24 телеканал, это НВК «Саха» флагманский телеканал, это телеканал «Току», это телеканал «Мамонт», это радио «Т-Тим», и это служба сериалов. И как говорят, как мы в последнее время сами говорим, кто-то сказал, по-моему, министр наш, что НВК «Саха» — это такой сам по себе небольшой креативный кластер. Потому что действительно у нас здесь сидят и аниматоры, и сценаристы, и продюсеры и так далее. Ну и, конечно, в новом сезоне будет, во-первых, будет новый мультсериал на Току. Да, там будет история про таких волшебных существ, которые живут на облачках и приходят к детям во снах и учат их
Очень доброму и уже хорошему. интересно. Да, новый сериал. По-современному. Вот. Току выйдет в полный метр, выйдет в кино, как вот весной выходил у нас «Айтала. Волшебная сила». Конечно, сериалы, да, прежде всего от НВК САХА ждут сериалов. В этом сезоне будет 4 новых телесериала. Один начнется уже в октябре, а это сериал про студентов. Вот. Также нас ожидает комедия, детектив. Ну и прошлогодний сериал выйдет полным метром в кино, как и ожидалось. Но по эфиру, конечно, будут продолжаться проекты текущие, по которым зрители, наверное, успели соскучиться уже за время каникул. Вот. Будет, естественно, что-то новое, но давайте в такие уже подробности Пусть это останется небольшим. Конечно, пусть наблюдаются процессы. Сейчас как все выложу. Да-да-да. Но надо отметить, действительно, вот, например, знаю, что сериалы смотрит огромное количество людей, огромное количество зрителей. Но и вообще в целом есть такая еще тенденция, говорят, что телевидение сейчас как-то уходит на второй план, да, и люди уходят как бы в интернет. Вот как телеканал НВК САХА, вообще как в целом компания, да, отвечает на этот вызов и какого вообще будущее телевидения, на ваш взгляд? Ох, вот, кстати, в самом начале, на первый вопрос, когда отвечала, я же забыла упомянуть службу интернет-вещания. Потому что, конечно, это важная составляющая. Но когда мы говорим о смерти телевидения, говорим о смерти линейного телевидения, да, эфирного телевидения, но это немножко напоминает, да, эпизод из «Москва слезам не верит», когда вот он говорит, там, не будет ни кино, ни театра, одно сплошное телевидение. Сейчас все говорят, не будет, значит, ни телевидения, ничего, будет только сплошной интернет. Но на самом деле, как я уже сказала, НВК САХА – это фабрика производства контента. Вот. А телевидение, эфирное телевидение – это просто один из способов доставления этого контента. Да? И, соответственно, контент можно доставлять и через интернет. Самое главное – делать качественный контент. То есть те же сериалы мы же видим сейчас в онлайн-кинотеатрах, смотрят и так далее. То есть самое главное – делать то, что интересно зрителю, да, а как он это будет смотреть, это уже, ну, главное ему предложить вот это все. Поэтому, конечно, у НВК есть, и у НВК, и Якутии-24 есть и аккаунты и в запрещенных социальных сетях, и в разрешенных социальных сетях, где можно за всем следить. Есть и свои интернет-проекты. Например, есть YouTube-канал «Чухон», с контентом на якутском языке детским, да, это не то, что показывают по телевизору, не то, что только там свой контент оригинальный. У сайта Якутии-24 тоже есть свои проекты, там рубрика «24 вопроса» и так далее, видеопроекты. Тоже в эту сторону мы будем развиваться, потому что, конечно, способы как бы контент, который мы смотрим в интернете, он все-таки должен быть заточен под интернет, да, немножко другой. То есть одно дело, когда это там фильм или сериал, другое дело, но вряд ли кто-то будет сидеть и смотреть полностью весь выпуск новостей, да. В интернете сложно себе представить. Возможно, по оглавлению какой-то сюжет. В этом заключается вот служба интернет-вещания, на самом деле очень такая серьезная работа, потому что все нужно подформатировать, да, то есть под именно интернет. Подформатировать, анонсировать, делать свои проекты. Вот. И, ну, наверное, скажу, что сейчас ведется работа над нашим мобильным приложением. Но зрители наши, наверное, знают, да, что у НВК САХА есть мобильное приложение, где можно смотреть прямой эфир всех 4 телеканалов, слушать радио в прямом эфире, какие-то архивные программы смотреть, сериалы, мультики и так далее. Вот. Но сейчас идет процесс его доработки. Вот, и, ну, наверное, в новом году
представим обновленное приложение. Ну, то есть получается комплекс мер, в общем-то, для интернет-вещания, для того, чтобы быть более мобильными, современными и соответствовать требованиям молодого поколения, всесторонне принимается. Ну, естественно, это вообще служба интернет-вещания, она была создана одновременно практически с телеканалом Якутия-24, да, когда мы не вошли в мультиплекс, ну, то есть в бесплатный набор цифровых телеканалов. Вот. Уже тогда было принято решение, что нужно идти в интернет со своей аудиторией. И, в общем-то, цифры и подписчиков, и реакций, самое главное, да, ну вот как там же свои метрики, вот, очень впечатляют. И в последнее время, ну, нас же часто приглашают выступать на каких-то профильных конференциях, там, мастер-классах каких-то. Наибольший интерес в последнее время вызывает, ну, безусловно, вызывает интерес опыт съемки сериалов, потому что ни один региональный телеканал такого не делает, да? И вот именно достижение НВК «Саха» в целом, как позиционируя в интернете, как вот работа идет с подписчиками, как работа идет в соцсетях, вот эти вот цифры, они тоже всех впечатляют и все просят делиться опытом. Какую цель ставит, получается, компания на этот год? Ну, до конца, получается, части сезона. До конца части сезона. Ну, конечно, не потерять и не разочаровать своих зрителей и привлечь новых зрителей. Спасибо большое, очень интересно. Ну и будем частью быть не только телеканала, но большой дружной команды. Но, дорогие друзья, я думаю, сейчас, да, в начале этой недели, сегодня у нас понедельник, многие из нас, из наших телезрителей ждут, что же звезды расскажут и спрогнозируют на грядущую неделю. Овнам на этой неделе предстоит столкнуться с ситуациями, где привычный напор и энергичность будут вызывать неоднозначную реакцию коллег или партнеров. На этой неделе лучше работать в спокойном ритме, сосредоточившись на том, что уже начато, а не браться за новые задачи. Тельцы. На работе вы будете склонны искать стабильность, но коллеги или партнеры могут провоцировать на споры. Важно не поддаваться эмоциям и не втягиваться в чужие конфликты. В личных отношениях проявится желание большей надежности, и партнеру важно это услышать. Эмоционально неделя может вызывать чувство тревоги за будущее, но планирование бюджета поможет снизить напряжение. Близнецы окажутся в центре диалогов и переписки, но не все разговоры будут приятными. Возможно, недоразумение из-за невнятных формулировок или поспешных слов. Финансовая сфера останется ровной, но стоит избегать лишних трат на мелочи. В личных отношениях важно быть внимательнее к деталям. Партнер может воспринять ваши слова иначе, чем вы ожидали. Раки будут особенно чувствительны и восприимчивы к настроению окружающих. На работе это может мешать сосредоточиться, так как любое замечание будет восприниматься слишком остро. Важно не принимать все близко к сердцу и отделять личное от делового. В финансах неделя будет ровной, но стоит избегать эмоциональных покупок. Львы будут стремиться заявить о себе и получить признание, но реакция окружающих окажется непредсказуемой. На работе возможно недовольство или критика, которые стоит воспринимать как стимул к росту, а не как личное оскорбление. В финансовой сфере неделя будет стабильной, но желание тратить на развлечения и статусные вещи будет велико. Для дев неделя будет связана с наведением порядка, как во внешних делах, так и во внутреннем мире. На работе вы будете склонны к педантизму, что поможет избежать ошибок, но коллегам может показаться чрезмерным. Важно не перегибать с критикой и больше сосредотачиваться на себе. В плане здоровья полезно уделить внимание режиму сна и питания. Весы на этой неделе будут особенно чувствительны к настроению и поступкам окружающих. В деловой сфере любые переговоры или встречи могут затягиваться, а споры возникать на ровном месте. Лучше отложить заключение договоров и сосредоточиться на поддержании нейтралитета. В личных отношениях возможны проявления ревности и недоверия, поэтому честный разговор станет лучшим решением. Скорпионы. В общении с коллегами или близкими возможны острые моменты, когда захочется сказать больше, чем следует. Умение вовремя остановиться поможет сохранить отношения.
главное. В работе стоит придерживаться ранее намеченных планов, избегая новых проектов. В личных отношениях стоит меньше подозревать и больше доверять, иначе возникнут ненужные напряжения. Стрельцы будут стремиться расширить границы привычного, но обстоятельства будут напоминать о необходимости осторожности. На работе возможны новые предложения, однако не все они окажутся надежными. Поэтому стоит тщательно анализировать. В финансах неделя не принесет крупных изменений, но лучше воздержаться от рискованных вложений. Козерогам предстоит проявить терпение. Новые инициативы не дадут результата, а вот завершение старых задач окажется успешным. В отношениях может появиться чувство дистанции, связанное с вашей занятостью или нежеланием уединиться. Эмоционально вы будете сохранять контроль, хотя временами возникнет усталость. По здоровью важно избегать перегрузок и уделить внимание позвоночнику и суставам. Для водолеев неделя принесет множество контактов, но не все они будут одинаково полезными. На работе возможны обсуждения и обмен идеями, где ваши нестандартные предложения могут встретить сопротивление. Важно не настаивать слишком резко и давать другим время. В личных отношениях стоит уделить внимание честности. Лишние недомолвки могут вызвать недоверие. Рыбы будут особенно чувствительны к настроениям окружающих, что может сказаться на эмоциональном фоне. В личных отношениях вы будете стремиться к теплу и пониманию, но партнер может быть склонен к обидам. Эмоциональная неделя склоняет к самоанализу, и важно доверять своей интуиции. По здоровью полезно уделить внимание полноценному отдыху. Всем еще раз доброго утра, отличного настроения. Начинайте каждый новый рабочий день вместе с нами. Да, и уже по традиции завтра ровно в 7 утра на телеканалах Якутия-24 НВК Саха смотрите наш утренний эфир, где мы рассказываем все самое интересное, делимся с вами новостями и поздравляем вас с началом и нас с началом нового телевизионного сезона. Обещаем, что он будет интересным.